Здравствуйте. Меня зовут Горбунова Наталья Юрьевна, я врач-терапевт. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о принципах здорового образа жизни. Здоровье – это бесценный дар. Недаром при встречах и расставаниях мы желаем друг друга крепкого здоровья. Ведь только здоровый человек может быть активным, позитивным и счастливым. С медицинской точки зрения, здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия. Лишь на 10% наше здоровье состоит из наследственных факторов, может еще на 10% приходится на уровень развития медицины и качества оказания медицинской помощи. Но более 80% наше здоровье зависит от здорового образа жизни, который мы ведем. Поэтому мы, врачи, советуем вам придерживаться здорового образа жизни. И прежде всего это исключение вредных привычек, курения, злоупотребления алкоголем, наркотиков, ведение малоподвижного образа жизни, переедания. Поэтому первый принцип – это соблюдение режима дня, согласно суточному биоритму. Наш организм полностью восстанавливается только во время сна, поэтому средняя продолжительность сна здорового человека должна составлять 7-8 часов. Желательно ложиться спать вовремя, в определенные часы, потому что наш организм привыкает к определенному времени. И вставать тоже нужно вовремя. Если вы не можете вовремя встать, нужно хотя бы полежать около 10-15 минут, но затем нужно заняться спокойной деятельностью. С возрастом, конечно, время сна уменьшается, но самое главное даже не продолжительность сна, а чтобы после просыпания человек чувствовал себя здоровым и бодрствующим. Следующий принцип здорового образа жизни – это физическая активность. Неизвестен постулат, что движение – это жизнь. Самым простым, бюджетным, доступным является ходьба в среднем темпе по ровной местности, хотя бы около часа в день. И я призываю вас найти себе хобби и включить себе более активный отдых. Это, например, ходить в танцевальную группу, посещать какую-нибудь спортивную секцию, посещать бассейн. Следующий принцип здоровья – это питание. Оно должно быть сбалансированным и умеренным. Обязательно должен в себя включать завтрак, обед и ужин. Еда должна быть сбалансированной, должны содержаться белки, углеводы и жиры. Мы должны включать в свой рацион не менее 400 грамм овощей и фруктов, желательно своего региона. Нужно соблюдать также питьевой режим. Ведь наше тело полностью, почти на 80% состоит из воды. Нужно содержать свое жилище в чистоте. Обязательно проветривание помещения, содержать ее, пользоваться очистками воды и приспособлениями для очистки воздуха. Важно соблюдать психологический климат в семье, на работе, в отношениях с коллегами, с соседями. Если у вас случается какая-либо психотравмирующая ситуация, и вы не можете с ней справиться, можно просто поменять отношение к этой ситуации. Сейчас в тренде мода на здоровый образ жизни, поэтому мы рекомендуем придерживаться ее и вас. Поэтому посещайте хотя бы один раз в год с профилактической точки зрения участкового врача.
Обязательно проходите флюорографическое обследование. Для женщин это еще и маммография и смотровой кабинет. А для мужчин дополнительно нужно сдать кровь на простат-специфический антиген. Все эти обследования входят в программу диспансеризации. Эти маркеры могут показать наличие онкологических заболеваний. Также важно проходить дополнительную диспансеризацию, в ходе которого можно выявить нарушение здоровья. Обязательно прохождение профилактических прививок. Каждый человек обязательно должен знать свой уровень холестерина, который не должен превышать цифру 6. Оптимальным является 5,5. У людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, он должен быть еще ниже, не превышать цифру даже 4. А у некоторых с коронарным шунтированием, либо после инфаркта миокарда он не должен превышать 3. Также важно знать уровень сахара в крови, который в венозной крови не должен превышать цифру 6. Оптимально должно быть и уровень артериального давления, который должен быть около 120 на 70-80 мм ртутного столба. Как вы видите, правила здорового образа жизни просты и доступны всем. Их легко придерживаться. Как бы банально это ни звучало, наше здоровье находится в наших руках. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья.